Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Какие изменения ждут кандидатов в депутаты и избирателей Абхазии? Парламент Абхазии меняет избирательное законодательство. В Сухуми идет реставрация маяка 1879 года постройки. Он превратится в главную визитную карточку для молодежи и туристов. Спикер парламента Алаш Ашуба встретился с новым послом Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеславом Гладковым. Во встрече участвовали вице-спикеры Фазлыби Авицба, Ашот Минасян и Астамур Аршба. Алаш Ашуба подчеркнул важность развития абхазо-российских межпарламентских отношений и поблагодарил дипломата за визит в Абхазский парламент. Рады приветствовать вас в стенах Народного собрания парламента Республики Абхазия. На прошлой неделе прошла процедура вручения верительных грамот. Это знаменует официальное вступление посла в должность. Мы вас поздравляем от лица всех депутатов парламента. Знаем вас как человека опытного в сфере государственного управления. От наших российских коллег и друзей знаем, что и знают все, что вы руководили прифронтовым регионом и довольно-таки успешно. Много о вас рассказывали, что вы человек справедливый, честный, мужественный. Мы очень рады, что именно такой человек сегодня стал послом Российской Федерации в Республике Абхазия. Уверены в том, что все эти качества помогут вам в работе в качестве посла и, конечно же, будут приумножать и дополнительно уровень российско-абхазских отношений. Собственно, то, чем занимались все ваши предшественники. Узнаете, что у нас с Российской Федерацией обширная договорно-правовая база. Это что касается именно парламентской специфики, парламентского измерения. У нас тесные связи с Государственной Думой и Советом Федерации. Подписаны соглашения о сотрудничестве. Одно из соглашений было подписано еще в 2008 году Советом Федерации с Государственной Думой. Мы подписали, Вячеслав Викторович Володин приезжал в 2022 году здесь. Созданы совместные комиссии по взаимодействию, на базе которых мы обсуждаем все актуальные вопросы, двусторонние повестки. У нас реализовывается программа гармонизации, реализовано более 32 пунктов уже в период деятельности нашего созыва. В общем, взаимодействуем. Спасибо, что вы посетили парламент. Надеемся, что и уверены в том, что у нас будет конструктивное взаимодействие. Желаем вам успехов на новом поприще. Для вас боль людей, прифронтовые территории — это очень близкие вещи, и мы знаем и понимаем, что вам тоже будет близко все, что связано с народом Абхазии. У нас предстоит большая работа, большая, постоянная, потому что два независимых государства и реализация принятых нормативно-правовых актов, межгосударственного взаимодействия, она уже, то, что сформировано, там более 130 соглашений межправительственных, она требует, конечно, уже есть рамочное соглашение, которое требует принятия более детализированных нормативных правовых актов, как с одной, так и с второй стороны. Поэтому работа она огромная, и без личного контакта, мне кажется, успешности здесь по определению быть не может. И вот как раз вот эти два направления, они для меня важны. Познакомиться, да, затем проговорить, услышать от вас, в чем на сегодняшний день, с вашей точки зрения, является наиболее актуальным, что мы должны поставить в первую очередь на повестку взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, выстроить план работы и начать поэтапно работать. Спикер Алаш Ашуба от имени Народного собрания парламента Абхазии и Республики Абхазия поздравил доктора Абду Аль-Хабида Аль-Ауака с избранием на пост председателя Народного совета Сирийской Арабской Республики и официальным вступлением в должность. Отношения между абхазскими и сирийскими народами имеют глубокие исторические корни. Народное собрание Абхазии придает большое значение развитию межпарламентского взаимодействия и взаимовыгодных отношений с Сирийской Арабской Республикой,
в различных областях, говорится в поздравлении. Алаш Ашуба пожелал депутатам Народного совета Сирии плодотворной законотворческой работы и успешной реализации планов, направленных на решение государственных задач по укреплению мира и согласия внутри страны. Европейский Союз выпустил заявление по случаю первого заседания Народного собрания Сирии. Согласно документу, успех политического перехода в Сирии будет зависеть от способности парламента содействовать формированию инклюзивной политической системы, основанной на верховенстве права, политическом плюрализме и прозрачных выборах. ЕС и его государства члены также выразили готовность взаимодействовать с парламентом Сирии, руководствуясь при этом общими целями, включая соблюдение международного права и устава ООН. На заявление уже отреагировали в Литве. МИД, парламент Прибалтийской республики, призвал Сирию пересмотреть решение предыдущего правительства о признании Абхазии. Что означает поддержка сирийского переходного этапа со стороны Европейского Союза и заявленное соблюдение международного права и устава ООН для Абхазии? Заявление ЕС прокомментировал министр иностранных дел Олег Барцец. Заявление главы европейской дипломатии госпожи Каллас для нас не является чем-то новым. Мы уже наблюдали такие попытки повлиять на позиции отдельных государств, которые признают государственный суверенитет Республики Абхазия, которые выстраивают собственное сотрудничество с нашей страной. Мы и ранее, как я уже сказал, встречались с подобными попытками. Не секрет, что руководство Грузии после той общественно-политической трансформации, которую пережила Сирийско-Арабская Республика в конце 2024 года, уже предпринимали настойчивые попытки повлиять на позицию сирийской стороны. Действовали и через европейские структуры, а также были попытки через руководство Турции добиться желаемого результата. Как мы знаем, ничто из перечисленного не увенчалось успехом. Мы по-прежнему сохраняем наши партнерские межгосударственные отношения с Сирийско-Арабской Республикой. Как известно, в Сирии проживает многочисленная абхазо-адыгская диаспора. Мы активно взаимодействуем с ней. И наши соотечественники в Сирии, они, конечно, дорожат этим сотрудничеством, дорожат общением со своей исторической родиной. Это все является факторами, существенными факторами внутриполитической повестки Сирийско-Арабской Республики. Хочу также отметить еще такой факт. Все эти попытки, о которых мы узнаем из средств массовой информации, из заявлений европейской дипломатии, они носят притянутый и ангажированный характер. Здесь и ссылки на устав ООН, который также выглядит весьма односторонним, поскольку в уставе ООН записано, помимо прочего, записано еще и незыблемое право народов на самоопределение. Абхазия в полной мере реализует это свое право и выстраивает отношения со странами-партнерами на равноправной, уважительной основе, на уважении, взаимном уважении суверенитета. Оно носит очень конструктивный характер, наше сотрудничество с Сирией, и не направлено против третьих стран. Сегодня наше сотрудничество развивается поступательно. Мы уже осуществили 2 полномасштабных визита в Сирийскую Арабскую Республику. Сегодня мы находимся в преддверии 3-го визита. Я думаю, что та суверенная, твердая политика, которую проводит сирийское руководство во главе с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шара, является залогом того, что сирийские народы и его руководство сами будут выбирать своих партнеров, будут выбирать те направления развития, которые посчитают более всего отвечающими интересам сирийского народа и целям развития своего государства. В свою
свою очередь, мы готовы и далее продолжать такое сотрудничество. Мы будем наращивать наши усилия. На это ориентирует нас и руководство Республики Абхазия в лице президента, и Министерство иностранных дел является активным проводником такой политики. Мы хотим развивать наши связи с Сирией по линии торгового и экономического сотрудничества, культурных связей, гуманитарных связей. У нас существует обширная программа образовательная, согласно которой юноши и девушки из Сирийской Арабской Республики сегодня проходят обучение в стенах Абхазского государственного университета. И количество этих студентов из дружественной нам страны, оно год от года растет. Мы и дальше будем продолжать развивать такие интересные направления взаимного сотрудничества и думаем, что все попытки диктовать чью-то чужую волю руководству Сирии, они обречены на неудачу. Потому что, как я уже сказал, Сирия проводит собственную суверенную политику. Да, конечно, сегодня расширились и значительно расширились контакты сирийского руководства с внешним миром. И это не только страны региона, страны Ближнего Востока, Центральной Азии и соседних регионов. Это также и действительно и европейские страны, но кроме того мы должны понимать, что Сирия активно сотрудничает и с нашим главным союзником и партнером, с Российской Федерацией. Довольно частые и контакты, которые проистекают на самом высоком уровне, являются как раз-таки подтверждением наших слов. Я вообще хочу напомнить европейским чиновникам о том, что в международном праве существует такое понятие, как непрерывность государства. Признание акта государственного суверенитета, установление дипломатических отношений – это целиком и полностью прерогатива государства, а не отдельных личностей или какой-либо политической силы. И этот принцип в полной мере на сегодняшний день, подчеркиваю, выдерживает сегодняшнее современное руководство Сирийской Арабской Республики. Мы приветствуем такие подходы, как я уже сказал. Наше сотрудничество нацелено только на созидание, на развитие взаимных отношений, на расширение гуманитарных, культурных и экономических контактов. То, что служит процветанию, развитию, устойчивым связям между народами двух стран и между нашими государствами. Как известно, в парламент направлено несколько законопроектов о внесении изменений в закон о выборах депутатов Народного собрания. В Центральной избирательной комиссии Абхазии следят за изменениями в выборное законодательство. Как отметил в интервью нашей программе Дмитрий Маршан, ЦИК готова реагировать на возможные нововведения. Репортаж Шазины Ханакова. Шестой созыв парламента Абхазии в 2022 году принял поправку к закону о выборах в Народное собрание. В ней говорится, что с 1 января 2027 года вступит в силу закон о государственном языке. Кандидаты в депутаты обязаны будут владеть двумя языками – абхазским и русским. Вопрос стоит о том, что в парламенте обсуждается вопрос о том, чтобы для лиц абхазской национальности закон, что вступал с 1 января 2027 года, а для других лиц, граждан Абхазии, с 1932 года. В данном случае, если никаких изменений не будет, тогда мы в любом случае будем это требование, которое прописано в законе, который уже давно вступил в силу с 1922 года, был принят и в силу вступает с 1 января, мы будем это требование предъявлять к кандидатам в депутаты, вне зависимости от национальной принадлежности, потому что в законе четко прописано, что это вне зависимости от цвета кожи, расы, вероисповедания, национальности, все должны сдавать этот экзамен с 1 января. Что касается механизма формирования лингвистической комиссии, он не определен. В законе о выборах президента этот механизм прописан. Лингвистическую комиссию формирует
формирует Центральная избирательная комиссия. Однако в законе о выборах депутата такого механизма нет. Дмитрий Маршан подчеркнул, что они обратились к депутатам с просьбой прописать, какой именно орган будет формировать лингвистическую комиссию, чтобы впоследствии не возникало спорных вопросов. Я думаю, что по данному вопросу они в ближайшее время внесут разъяснения в закон, и мы уже будем этот закон исполнять по той букве, которая прописана и которая будет прописана. Что касается других механизмов, которые предлагает парламент или администрация президента, мы в целом хотели бы высказать мнение по поводу того, что запрет на перепрописку. Запрет перепрописку, это администрация президента, она с инициативой вышла в парламент для того, чтобы с момента назначения даты выборов и до момента окончания выборов парламентских, до подведения итогов, чтобы перепрописка была запрещена в этот период. Дмитрий Маршан подчеркнул, что в практике избирательного процесса были случаи, когда граждане переписываются с одного округа в другой, чтобы проголосовать за того или иного кандидата. Для предотвращения таких случаев и вводятся соответствующие ограничения. Президент предложил внести такую поправку. И в ЦИКе с этим солидарны. В практике избирательного процесса были моменты, когда граждане перепрописываются с одного округа в другой для того, чтобы проголосовать за того или иного кандидата. Для этого это ограничение вводится. Я думаю, что депутаты эту инициативу поддержат. И для того, чтобы между первым и вторым туром, а так как у нас по практике больше половины, 50% избираются с первого тура, примерно так а другая часть избирается уже во втором туре. Чтобы этих моментов не было, что они в первом туре были прописаны в одном округе, потом во втором туре перепрописываются во втором, чтобы такой неразберихи не было. Вопрос одним из депутатов была зарегистрирована инициатива о том, чтобы не участвовали на территории Республики Абхазия иностранные граждане, политтехнологи и так далее. Этот вопрос, он тоже обсуждается. Это мировая практика о том, чтобы иностранные граждане не принимали участие в агитации того или иного кандидата. На территории Абхазии 35 избирательных округов и 152 участка. В законе о выборах президента предусмотрено право открывать избирательные участки за пределами республики. Однако в законе о выборах депутатов Народного собрания такого права нет. Голосовать на выборах могут граждане с 18 лет, а быть избранным с 25 лет. Количество избирателей составляет около 140 тысяч человек. К концу года эта цифра может измениться, так как ежедневно регистрируются новые совершеннолетние граждане, а также происходят изменения в списках избирателей по причине смерти некоторых из них. Шазина Ханаго, Раму Камке, Абхазское телевидение. Черноморэнерго продолжает работы по реконструкции и модернизации распределительных электрических сетей. В рамках реализации комплексной программы специалисты обновляют линии электропередачи и оборудование, направленное на повышение надежности электроснабжения. В настоящее время ведется замена воздушных линий электропередачи, обновляются кабельные линии, а также проводится подготовка трансформаторных подстанций к установке приборов учета электроэнергии и трансформаторов тока. Кроме того, аварийные устаревшие опоры заменяются новыми железобетонными конструкциями. Напомним, президент Абад Рагунба в своем послании заявил, что уже в текущем году в республике начнется модернизация энергосистемы. Ведутся с начала 2026 года, охватывая все сетевые районы города. Это район Синопа, район Турбазы, центральная часть города, район Маяка, старый поселок, где мы находимся, и новый район. Планируемые сроки завершения работ – конец лета, начало осени. На сегодняшний день работы проводятся по улице Ардзамба, это район республиканского стадиона. Протяженность новой воздушной линии 0,4 киловольт составила около 320 метров. Старые изношенные провода будут демонтированы. И также по улице
северная. Протяженность новой линии составит около 600 метров. Будут проходить подготовительные строительно-монтажные работы по установке опор 0,4 кВт цепной арматуры для монтажа воздушной линии 0,4 кВт по следующим улицам. По улице Университетская, улица Услара, Альбова, Зеленая. Что касается центральной части города, это улица Джонова, Агумава, Чачба, Дагестанская, Черкесская, Кабардинская и еще несколько улиц. Комплекс проводящихся мероприятий направлен на снижение аварийности в распределительных сетях 0,4 кВт, повышение надежности электроснабжения абонентов, сокращение потерь электрической энергии и улучшение качества показателей передаваемой электроэнергии. 1 августа на территории Дома смотрителя Сухумского маяка состоится открытие общественного пространства «Хаб-Маяк», созданного в рамках проекта Института экологии Академии наук Абхазии. Открытие станет первым публичным мероприятием после окончания основного этапа восстановительных работ. Однако, чтобы завершить работу, нужна помощь неравнодушных граждан. Тему продолжит Милана Агарба. Долгие годы двухэтажный дом смотрителя Сухумского маяка стоял в заброшенном и разрушенном состоянии. Здесь была разрушена кровля и стены. На данный момент здесь ведутся активные ремонтные работы, в ходе которых была заменена кровля, восстановлены стены, которые приведут к тому, что здесь откроется молодежный культурный центр. Само здание маяка построили в 1879 году. Изначально здесь размещалась администрация, а еще семья смотрителя. То есть дом был не просто жильем, а частью инфраструктуры. Помимо проживания в нем решались рабочие вопросы по обслуживанию маяка. Судьба дома была непростой. В 1997 году сильный шторм нанес серьезный урон зданию. После этого жильцы разъехались, и дом долгое время находился в запустении. Весь комплекс и маяк, и дом включен в реестр объектов историко-культурного наследия Абхазии. Это и стало отправной точкой для нового этапа в жизни здания. Руководитель проекта «Хаб-Маяк» Михаил Кирия отметил, что в рамках проекта их задачей было сделать здание эксплуатируемым и защитить его от дальнейшего разрушения. С этой задачей они справились. Однако в будущем необходимо провести реставрационные работы. Восстановление этого места достаточно знаковый момент, потому что Институт экологии, в ведении которого находится вся эта территория, долгое время пытался привлечь нужное внимание для того, чтобы восстановить такой интересный исторический объект. Но с появлением вот этого конкурса созидателей нам удалось получить эту грантовую поддержку и начать первые шаги по восстановлению этой территории. И мы очень надеемся, что после этого нашего, скажем так, открытия нашего центра молодежного здесь мы сможем получить и дальнейшую поддержку. У нас существует благотворительный фонд «Сухумский маяк», который создан для долгосрочного управления этой территорией и аккумулирования средств на поддержку всех исторических объектов, которые здесь находятся. Для успешной реализации проекта необходимо поддержать инициативную группу, которая работает над созданием новой туристической локации. Здесь, в микрорайоне «Маяк», туристы смогут увидеть сам маяк и дом смотрителя. Это станет интересной точкой притяжения для посетителей. Все неравнодушные граждане и бизнесмены приглашаются оказать помощь в завершении работ. Мы же со своей стороны хотим обратиться к нашим неравнодушным людям, к бизнесу, в частности, который работает в сфере туризма. Это еще одна возможность, это еще одна локация для продвижения нашей страны, для того, чтобы сделать ее интереснее, приятнее для посещения. Мы хотим, чтобы мы все вместе объединились и смогли завершить вот данный проект. Здесь нужно не так много еще сделать осталось, но в первую очередь мы говорим о благоустройстве территории. Нужна техника, которая доведет до ума этот двор, и, значит, он станет таким приятным, классным для того, чтобы ребята могли открыть свой проект. После завершения работ в Доме смотрителя планируют открыть многофункциональный центр для молодежи, студентов и жителей района, а также музей, посвященный истории маяка. Открытие маяка состоится 1 августа. Милана Агарба, Давид Хашиг, Абхазское телевидение.
Выставку картин Сергея Габели откроют в Сухуми 22 июля. Благодаря семье Габели, любезно предоставившей живописные полотна из частной коллекции, впервые зрители смогут увидеть наиболее полную выставку живописных работ народного художника. Большинство работ творческого наследия Габели пострадало или была утрачена во время пожара в 2024 году. И в конце выпуска информация о погоде. По сообщению синоптиков, 21 июля в Абхазии ожидается ночью и утром небольшая облачность, днем ясная, жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 28-33, температура морской воды плюс 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.